Селям алейкум. Алейкум селям. Не замерзла? Это тебе? О, класс. Надеюсь, угадала с цветом. Да, я очень люблю. Замерзла? Да. Сейчас будем Но эти греться. цветы меня согреют. Саву. Для меня было так важно именно исполнять свои собственные песни. Сколько ты заработала на этом концерте? Нисколько. Мне никогда не говорят в лицо открыто облику морали. Ряна. Вот такая всегда себя держит. А кто приходит первый мириться? Не хочет просить прощения. Он очень непростой человек оказался. Есть у тебя этот синдром отличницы? О, друзья, сейчас я вам признаюсь. Ты снимаешь, да? Мы с тобой встретились в центре Акмеджита. Ты мне предложила встретиться именно здесь. Почему? Ну, во-первых, очень много воспоминаний связано с этим местом. Выглядела она, конечно, по-другому. Здесь мы много времени проводили в студенческие годы, просто гуляли. А в 2013 году меня пригласили петь в 7 пятниц. Как раз на Пушкина находится это заведение, чуть дальше. Вместе с моим отцом. Он играл на гитаре, я пела. И так в течение 5 лет мы были резидентами этого заведения. Кстати, оно до сих пор так и называется «Семь пятниц». Да, Я почему-то подумала, что здесь уже все перестроили. Нет, уже больше 10 лет оно существует, потому что мы стали выступать в 2013 году. Это я точно помню, это было лето. И это было для меня большое событие, потому что в таком формате я никогда не выступала с папой. Это мы просто дома, был наш маленький квартирник, наши слушатели были, наша семья. А тут выйти на публику и исполнять какие-то песни, не только зарубежные, но еще и авторские песни я тоже исполняла. Вот, так что это с 13 по, наверное, 18-19 год, это 5, чуть больше 5 лет. Тогда для меня это было очень серьезно, волнительно. Потом уже дело привычное было, конечно. Мы уже спокойно выступали, не волнуясь. Но тогда первое выступление, я помню, июль 2013 года, я собрала всех своих друзей. Вот они пришли меня поддержать. Было очень круто. А как вы репертуар подбирали тогда? Ой, тогда было тяжело подобрать репертуар, потому что нам нужно было решиться буквально там за 2 недели. И начали обращаться к тем песням, которые я хорошо знала. Я очень много знаю иностранных композиций, нужно было отцу подобрать. И у нас была программа на 1,5 часа. То есть это мы по 40-45 минут играли с перерывом. Не только на английском, были на французском языке, испанском, русском. А как произошел твой этот переход на крымско-татарский язык? Как раз это связано тоже с вот этим другом, который снимал нам видео на память. Он такую большую роль сыграл в моей жизни. Это Руслан Муратов. Руслан Муратов, если смотришь, тебе большой привет. Руслан Муратов снимал видео и тогда сказал: а почему бы вам не поучаствовать в конкурсе Мейдан ФМ-2? У вас классно получается, ну, конкретно ты, Риана. Ты же пишешь песни? Я говорю, да, у меня как раз есть одна песня. Он говорит, вот, переведи ее на крымско-татарский язык, сними клип и все. И он и снял мне этот клип, кстати. Так что вот это было тоже... Вот мы поговорили летом, и осенью мы уже снимали клип. Совсем недавно прошел твой первый концерт «Кейфлен». Я тебя поздравляю. Слава. Расскажи, как прошла организация такого масштабного мероприятия? Сколько времени понадобилось, чтобы организовать концерт на таком высоком уровне? Подготовка к концерту началась где-то за 2 месяца. И всю организацию на себя взял Бекир Дедловский. Это и аранжировщик, и музыкальный директор, и саунд-продюсер, и, как оказалось, организатор очень неплохой. Я почувствовала себя королевой в этой ситуации, потому что мне не приходилось бегать и какие-то вопросы решать. Я занималась конкретно музыкальной частью, репетициями, да, там, может быть, какими-то моментами с костюмами. В общем, я занималась собой, можно так сказать. Он выступил директором, идейным вдохновителем. Да, именно ему пришла идея в голову сделать мне концерт, потому что я, наверное, сама бы не решилась. Почему? Объясню.
Наверное, я человек достаточно скромный и не наверное, а точно. И мне было бы очень сложно найти музыкантов. Обращаться к кому-то, спрашивать, не хотите ли вы мне аккомпанировать. Это было бы для меня сложно, организовывать эти моменты. Летом мы встретились. Да, это, кажется, летом было, еще до ярмарки. Мы встретились с Бекиром, он тогда уже аранжировал мне песни, 3 песни уже на тот момент. И он говорит, давайте, Риана Ханум, вам организуем концерт. Я знаю, как это сделать. Я знаю выходы на музыкантов, у меня есть контакты, я знаю, кто бы мог сыграть. Давайте сделаем. А как подбирали репертуар? Репертуар? Я, например, ко всем своим песням отношусь трепетно очень. Да? То есть я бы, наверное, включила бы еще больше песен, наверное, в концерт. Но Бекир, опять же, да, как музыкальный директор, отобрал определенные композиции. И так случилось, что мы их так хорошо, грамотно расставили по очередности, что вот концерт получился именно вот такой, как нужно. Те гала-концерты с участием артистов других, плюс свадьбы, не всегда предполагают технические возможности, да. Что артист может выступить вживую. Получается, чтобы организовать концерт такого высокого уровня, необходимы дополнительные какие-то финансовые вложения, что, в свою очередь, вероятно, ведет к удорожанию билета. Вообще наш народ готов платить за качество? Я думаю, что готов. Я, честно говоря, сама не знала об этом, была не уверена. Но потом мне раскрыли глаза некоторые люди, сказали, будут платить за билет. Не поверь, не стесняйся. Вот. И, как показывает практика, глядя на другие мероприятия, да, более, скажем, дорогие по билетам, люди тоже покупают билеты и идут. Они могут заплатить и 8, и 10 тысяч, лишь бы попасть на какое-то событие, которое их интересует. Угу. На сегодняшний день, к счастью, наш народ на ура воспринимает проекты, связанные с продвижением нашей культуры, языка, и с радостью поддерживает молодых артистов. 100%, да, 100%. Это очень радует. Мне кажется, это не просто желание поддержать, это заинтересованность в первую очередь. Ты почувствовала эту разницу? Вот ты выступаешь на гала-концерте с участием других артистов или на свадьбе, и твой сольный концерт. По обратной связи, по атмосфере в зале. Знаете, у меня такое ощущение было, как будто меня прямо поглощают вниманием. Вот такое поглощающее внимание было. Слушали каждое слово. Вот даже когда я говорила, да, вот в подвязках между песнями, была вот просто настолько странная для меня тишина. Я не знала, хорошо это или плохо. Но что бы я ни говорила, если это что-то с юмором связано, то смеялись. Ты волновалась, я заметила. Я волновалась. Даже в какой-то момент ты хотела поменять образ, снять плащ, и у тебя от волнения там что-то не расстегивалось. Был такой момент. Да, потому что говорить одновременно и делать какие-то действия для меня сложно. Поэтому я отвлеклась, сказала, сейчас, подождите, сейчас я сменю костюм. Вот, я сняла тогда плащ, и только тогда смогла спокойно говорить. Момент с переодеванием, бағышлаңыз. Я очень надеялась разглядеть лица каждого, но увидела только Сиджи Лила. Ну, вот это ощущение, что здесь твои люди, которые пришли сюда ради тебя. Вот послушать Риану Таркову. Какие эмоции ощущение тебе это давало? Было такое ощущение, что вот вся публика, которая пришла, все зрители, как один человек, превратился в одного человека. Они как-то друг друга и слышали, как-то реагировали на все как-то синхронно, я бы так сказала. Ты ощутила, что публика в зале – это как единый организм? Да, как единый организм. Я, правда, очень плохо видела всех, размыто, потому что очень было темно в зале, и кому-то конкретно было мне тяжело обращаться. Поэтому вот и для меня было очень важно, что как один человек. И мне так нравилось, что воспринимает
зрители именно вот так, как я это себе представляла в голове. Что они слышат каждое мое слово, слышат каждую мою песню и понимают, о чем я пою и что я хочу донести. Для меня всегда было важно. И я еще хочу заметить, что во всем концерте песня по тематике ни разу не повторялась. Все песни были разные по смыслу. Абсолютно все. Я всегда стараюсь писать о какой-то новой теме. Я сейчас буду называть разные эмоции. Ты будешь отвечать, когда в последний раз и при каких обстоятельствах ты их испытывала. Окей. Обида. А я не припомню. Я давно не обижалась, правда. Вообще не вспомню. Не бывает обидно. Ты не обидчивая. Раньше была очень сильно, могла расплакаться. А сейчас обида сублимируется в другое чувство. Наверное, в что-то типа гнева. Гнева? Да. Или разочарования? Нет, не разочарование. Меня злит. Не обижает, а злит. А если тебя злит человек, ты оставляешь его в своей жизни? Либо ты вычеркиваешь навсегда? Смотря что он сделал, потому что иногда невозможно вычеркнуть людей, потому что они могут быть твоими родственниками или новыми твоими родственниками. Ты можешь просто запомнить эти моменты и знать, что нужно быть готовой ко всему. Я плохое не запоминаю, я его записываю. Но в детстве я была очень обидчивой, очень ранимым ребенком. Мне вообще какое-то слово могло вывести И сразу стабильности. слезы. Да, сразу слезы, да. И причем мне было стыдно за эти слезы. Я понимала, что это какая-то минимальная обида, а я плачу и не могу ничего с этим поделать. Я поменялась как человек, я стала более устойчива морально ко всем жизненным ситуациям, невзгодам. И просто я научилась защищать себя, наверное, вот как взрослый человек. То есть ты научилась обозначать эти границы? Да, совершенно верно, границы. И хорошая такая фраза есть. Учите людей, как с собой обращаться. Говорите им об этом. Потому что не нужно терпеть, нужно говорить. Вот это мне не нравится. Вот ты сейчас перегибаешь палку. Вот сейчас я разозлюсь, или сейчас я тебе грубое слово скажу. Предупреждение. А как реагируют люди? Нормально, совершенно адекватно. Они не ожидают, но они же адекватные люди. Они понимают, что нужно, да, наверное, я здесь. Некоторые как поступают люди? Они тебя прощупывают. Иногда есть такие люди, правильно? Они прощупывают. А что, если я вот так скажу? Выведет ли ее это из себя? Раздражение. Раздражение я частенько испытывала. У меня дети разных возрастов. 12 лет и 2 года. И, соответственно, всякие разные бытовые ситуации бывают в доме. И я раздражаюсь, конечно. Угу. Как молодая мама. Молодая мама, вы поняли? Молодая. Голос повышаешь на детей часто? Не без этого. Каюсь, не без этого. Стараюсь работать над собой. Вообще стараюсь не злиться. Надо над этим очень работать. Всем. У тебя 2 дочки. Да. И у них такая немаленькая разница. 10 лет. Угу. Впервые ты стала мамой в более юном возрасте, второй Нет. раз. Нет. Нет? Сейчас я вам расскажу. Ну, давай. А нужно точный возраст договорить? Я могу сказать, что нет. Первый раз я стала мамой в 29 лет, второй раз в 39. Разница между детками не маленькая. Да. Видишь ли ты разницу в восприятии материнства? Тогда, 10 лет назад, когда ты была более юная, и сейчас, уже в более осознанном возрасте, тема детей. С Эмилией, с первой дочкой, была какая-то вот... Мне казалось, что я не полюблю своего ребенка, когда я вот ее родила. Вот у меня такое ощущение было, что вот родится ребенок, и я не буду любить его. Вот как-то странно мне было. Конечно же, безусловная любовь пришла сразу. У меня была тревожность, наверное, больше, да, с Эмилией. Я была, может быть, не совсем готова, хотя в 29 лет, да, уже пора бы.
Сейчас во всем мире поднимается очень остро тема послеродовой депрессии. Может быть, тебе довелось с чем-то подобным столкнуться? В роддоме, когда мы там всего 3 дня пребывали, 2 или 3 дня, у меня настал такой момент, очень я нуждалась в поддержке мужа. Но он работал много и не мог со мной быть постоянно. И мне не хватало его поддержки. Я очень скучала по дому, и вот я тогда там плакала в роддоме. Мне не все удавалось, мне казалось. Мне было тяжело. Вот с Сабиной, уже со второй дочкой, мне пришлось находиться в роддоме с Сабиной где-то неделю, 8 дней. Но было гораздо проще с ней. Она практически все время спала, и мне было проще. Хотя по медицинским показателям было сложнее. Вот. Но я не сомневалась, что это любовь, и с ней гораздо все проще. У меня было, наверное, какое-то осознанное уже материнство. Ты пишешь сама и слова, и музыку. Да, музыку я пишу сама, слова я пишу изначально на английском или на русском языках, потому что мне так комфортней. И потом в дальнейшем песни переводятся. На крымско-татарский, на крымско-татарский язык. А кто переводит песни на крымско-татарский язык? Самая первая песня «Хысчыгым» была переведена моей Софет Абдулганиевой. Потом я еще работала и работаю с Хатидже Мустафаевой, с Селиме Семедляевой. И одну песню еще писала Урие Кадырова. Обязательно Песни. передать смысл, если изначально это я написала, да, текст. Обязательно очень близко к тексту, чтобы все мысли были сохранены. А как ты думаешь, поэтесса, которая переводит, адаптирует, да, под крымско-татарский язык твою песню, она имеет право на какое-то соавторство? Конечно, я всегда, когда подписываю авторов музыки, да, там, обложки, ну, вплоть до этого, я обязательно указываю автор слов Ряна Таркова и Хатидже Мустафаева, моя Софет Абдулганиева. Я думаю, что человек, который переводит тексты, он должен полностью погрузиться в эту тематику. То есть он не только переводит, он еще и свои мысли добавляет однозначно. Там нет такого, что очень-очень прямо дословно переведен текст. Там есть и фразы, которые человек от себя добавляет. А хейтеров у тебя много? Нету. Есть ли они вообще? Нету, либо я о них не знаю. Мне никогда не говорят в лицо открыто или даже в комментариях где-то, да, будем говорить про соцсети, чтобы кто-то написал какой-то хейт. Как ты думаешь, с чем это связано? Я у тебя думаю, творчество идеальное? Нет, дело не в этом. Или люди как-то побаиваются Ряну Таркову? Я думаю, это на психологическом уровне как-то срабатывает, побаиваются. Мне так хочется узнать мнение съемочной группы. Мне нужна моя команда. Страшно. Вот, наверное, вот этот учительский образ срабатывает. Вот Алим подсказывает мне, что покажите Алима. Да, потому что Алим бывший мой ученик. Недолго, но бывший мой ученик. Да, репетиторством я с ним занималась. И он говорил, что нравится. Может, опять же, боится, да? Быть хейтером. Нельзя, чтоб не нравилось. Да, вот какой-то момент, может быть, что-то в моем лице или, я не знаю, что-то в моей личности, который такой человек только писает: Аня, не буду с ней связываться. Энергетика. Энергетика отталкивает хейтеров. Не знаю, как это работает. Клянусь. Могли там, например, раскритиковать. Зачем так много мелизмов там? Где-то там в Хысчыгым, помню, клип, когда выпустили. Зачем так много? Все так хорошо шло. Зачем нужно было в конце так много вот этих напеваний, вокализов? Зачем? Ну, то есть это не хейтерство. Это критика. То есть критика человека, которому это не понравилось. И я воспринимала это как просто критику. Кстати, с подобным видом критики ты столкнулась на передаче «Хатых», когда гости наши, представители нашего шоу-бизнеса высказались по поводу того, что в твоих песнях, в мелодике, да, твоих песен нет крымско-татарских мотивов. Если она не в колорите, это не крымско-татарская музыка. Я тебе смело говорю. Не означает. Это не означает абсолютно. Да, это правда, но это же не хейтерство.
Это люди, которые как раз-таки топят за то, чтобы исполнять и сохранить наше достояние, да, культурное, чтобы сохранить вот этот вот колорит. А у меня не получается этого делать. Зачем я буду? Ну реально, в голове моей не отложились все эти лады, чтобы их использовать при написании песен. К сожалению, я выросла на Уитни Хьюстон, Марайя Кэрри, Алиша Кис, Кристина Агилера, Backstreet Boys, NSYNC и так далее. Но опять же, мне кажется, что не нужно всем нам взяться и писать в колорите крымско-татарском. Есть артисты, которые могут исполнять, существовать вот в жанре поп, в жанре современном, не обязательно туда примешивая колорит крымско-татарский. А ты сама как считаешь, какой у тебя стиль музыки? Как можешь охарактеризовать? Современный стиль музыки, поп с элементами джаза, фанка, что еще, диско. То есть то, что я слушаю и пытаюсь, наверное, сделать похожее, как да, у западных артистов. Я не буду лукавить, так и есть. Но ты сама считаешь, что песня на крымско-татарском языке, исполненная в джазовой стилистике, имеет право называться крымско-татарской? Если на крымско-татарском языке исполнено, да. Если это крымско-татарский артист и авторы, которые участвовали в создании этой песни, крымские татары, аранжировщик крымский татарин, это крымско-татарская песня, да. Не народная, крымско-татарская современная песня. Сколько ты заработала на этом концерте? Нисколько. Нисколько. Даже в минус ушла. Вот организация концерта – это дело затратное. Но мотивация не снизилась? Не-не-не, ни в коем случае. Деньги – что... это последнее, в чем я нуждаюсь сейчас. Для меня было Для меня было так важно именно исполнять свои собственные песни перед большим количеством людей. И вот была мечта, чтобы песни пели вместе со мной люди. Все получилось так, как я хотела. Просто я не успела насладиться моментом. Каждым моментом все-таки был вот этот вот самоконтроль. Вот как про меня говорил завуч в школе, облику морали, Ряна. Вот такая всегда себя держит в узде. И мне не хватило вот расслабиться, вот по-настоящему насладиться, вот прямо А что вдохнуть. мешало расслабиться тебе? Ну, вот как я звучу, как звучат музыканты, как со стороны воспринимается, как я себя веду на сцене. Вот эти все моменты, они мне мешали. Вот этот вот мой самоконтроль внутренний, он мне мешал расслабиться. Просто еще мало опыта вот в этом деле. Я имею в виду с музыкальным сопровождением. Это же не так просто. Это не под минус даже петь, когда ты знаешь, что каждый инструмент на своем месте, что там ты покажешь микрофон, там тебя вызвучат. Здесь не так все просто. Вот. Но есть куда стремиться, и это хорошо, что я собой не полностью довольна. Вот. Но я упустила момент наслаждения. Какие впечатления остались у твоего бенда после концерта? Они готовы дальше работать с Рианой Тарковой? Ты строгая? Нет. Во-первых, я к музыкантам отношусь, так нельзя говорить, но как к полубогам. То есть это люди для меня какой-то особой касты. Потому что я сама не играю на музыкальном инструменте, ни на каком. И мне очень... Вот я восхищаюсь людьми, которые играют. И действительно классно играют. И в нашем коллективе таких было... Ну, все, в принципе, были профи. И они готовы, вот отвечая на вопрос, они готовы работать дальше. Но мы еще с ними после концерта не виделись там в силу своих обстоятельств. Ой, они только сказали, все классно, Риана, все хорошо, только не слушай, что говорят люди. Если что-то говорят плохое. А люди ничего плохого не сказали. И вот я опять же думаю о том, что почему... Есть же находятся те, которые все-таки пишут. Почему не напишут мне? Напишите мне, пожалуйста, в директ. Напишите Риане Тарковой негативные комментарии, да, друзья. Напишите, она ждет что, ваш хейт. Да, потому что как-то все потому так что хейт хорошо. Это для тебя двигатель. Да, я бы не сказала, для меня твоем, никогда да? не было хейта вот такого явного. Могли сказать, вот здесь вот не хватило чистоты интонирования, здесь не хватило того, здесь ты немножко была зажата. Это критика, но это не хейт.
Тебе Никто не не хватает говорит профессионального мнения, да? Да нет, даже просто людей со стороны, которые не в этой теме. Просто фу, какая туфта, вот такого нет. Ерунда какая-то, чушь. О чем она поет? Вот нет такого абсолютно. Ну, я думаю, мы должны радоваться, что у нас такой поддерживающий народ, который ценит свою культуру, своих артистов, любит. Да, я очень надеюсь, что даже если меня не любят, что это просто, не нравится мне Таркова. Просто не нравится. Не нравится ее голос, не нравится творчество. Наверное, такие есть, и пусть они будут тоже. Тем не менее, я знаю, что впереди у тебя планируется еще один сольный концерт. Это пока только разговоры ведутся насчет этого концерта, более масштабного, только так скажу. А уже какие-то идеи, наброски есть? Идея сделать концерт более подвижным, динамичным. Какой-то open air, возможно? Возможно. Без сидячих мест? Возможно. Чтобы поклонники твоего творчества могли потанцевать под твои песни? Возможно. Я просто единственное, что скажу, что я продумываю интерактив со зрителем. То есть он у меня был на концерте, и я продумываю, что я буду делать в этом случае, когда зал, возможно, частично, возможно, полностью будет стоять и ближе к сцене. Ты готова полностью открыться перед своим зрителем? И вообще, как ты считаешь, должен ли быть артист такой всецело трушный, искренний со своим зрителем, либо он должен оставаться такой чуть недосягаемый, с таким флером загадочности? Вообще, я человек, который так просто и близко людей не подпускает. На самом деле, по-настоящему. И мне кажется, что некоторые люди, и мне говорили, что Риана Таркова, она какая-то немножко высокомерная. На самом деле это не поэтому, а потому что у меня есть такая внутренняя защита. Не подпускаю людей очень близко к себе. Даже на каком-то кастинге мне сказали: вы очень классно выглядите и поете, но вы немножко не додаете. Вы закрываетесь. И такая есть у меня, наверное, черта. Я не открываюсь полностью людям. Но на сцене, когда я говорю и исполняю песни свои собственные, уже авторские, когда я их знаю, я их чувствую, это мои родные песни, я могу быть искренней. И когда один человек мне написал: мы, наверное, не пойдем на концерт Тарковой, потому что она высокомерная. Но они пошли, потому что их уговорили. И сказали, эти же люди сказали, говорят, она, говорит, совсем другая. Она была искренне максимально. Твоей младшей дочке уже 2 года. Да. Она ходит, наверное, в детский сад у тебя, да? Да. Но ты к своей творческой деятельности вернулась довольно рано. Практически сразу после родов я уже видела, что ты и выступаешь, и на свадьбах, и на концертах. Вообще, в принципе, что для тебя самое сложное в материнстве? Да нет сложностей вообще. Просто иногда нужно разгружать себя. Разгружать себя, отдыхать и оставаться одной. Мне кажется, это любой человек любит уединяться от всех людей. А тут еще такие важные люди, которые требуют очень много внимания. Как ты находишь эти моменты релакса для тебя? И что является для тебя отдушиной такой? Кино люблю смотреть, я киноман. Я очень люблю вечером либо сама смотреть, либо вместе с мужем, но у нас совершенно не совпадают вкусы. Я очень люблю драмы, психологические триллеры, мистику, ужасы, фантастику. И кто выбирает фильм в итоге? Чье слово остается Если последним? я выбираю фильм, он потом очень недоволен остается. Как-то просто уже за 13 лет совместной жизни мы уже притерлись друг к другу и слышим друг друга, и не ругаемся абсолютно. Какая формула счастливых отношений для тебя? Дружеские отношения, доверительные, 100% доверительные отношения. Возможность проводить время не вместе, а с другими людьми. Это очень важно. Для вас моменты, когда вы вместе проводите время, это вообще супер, вообще счастливые моменты.
когда вы успеваете по друг другу соскучиться. То есть важно оставлять каждому свое личное Да, пространство. однозначно, да, да. И у нас достаточно такого времени, потому что муж Как он у много тебя работает. записан в телефоне, муж? Эрнестито. А ты у него? А я у него, я не знаю, что не заглядывала. Риана, просто Риана. Нет, не, мы друг друга называем ласково, но не в телефоне, не в телефонной книге. А в вопросах воспитания детей вы совпадаете? И кто в вашей семье строгий полицейский? Ну, вообще, я очень строгая сама по себе. Но муж, он мало принимает участие в воспитании, потому что много работает, действительно. К Сабине он очень, к младшей дочке, очень нежен. А вот к старшей очень строг. И вот иногда он воспринимает вот какую-то просьбу о помощи в воспитании, да, воспринимает как вот собака, которая сидела на месте. Ей сказали фас, ему только дай команду. Я говорю, только начинаю говорить, а Эрнест, там Эмилия? Он такой, сразу, Эмилия! Сразу уже. Он даже еще не знает суть вопроса, но он уже готов нападать. Выходит, что вы очень друг друга поддерживаете и подхватываете. Да, 100%. Даже если я знаю, что он перегибает палку, да, в каких-то моментах, я потом ему это скажу, но я не буду при ребенке понижать его авторитет, скажем. И ребенку могу потом объяснить, что вот бабашка был неправ. Бабашка, просто сильно разозлился. Влюбленность. Когда испытывал, о, друзья, сейчас я вам признаюсь, я влюбляюсь постоянно. Вот клянусь. И это не относится к мужу. Я могу влюбляться вот в людей просто потому, что они классные. По каким-то качествам, по таланту. Это нормально. Для меня это нормально. И как муж относится А к твоей гиперчувствительности, Нет, такой эмоциональности? Он знает. То есть я ему не говорю, Эрнест, ты знаешь, я влюбилась там, например, сейчас имя какое-нибудь придумай, чтобы, например, в Кемала. И он такой, что за новости? Нет, такого нет. Просто он мне просто полностью доверяет, и я себе тоже. Я знаю, что мне просто симпатичен этот человек. И это влюбленность, именно влюбленность, не просто симпатия. Я могу быть говорить об этом человеке, что он прекрасен, там, талантлив и так далее. Мне кажется, ты как творческий человек, Да. это твой источник вдохновения. Я думаю, что скорее да, чем нет. Да. Но муж к твоему творчеству относится позитивно. Он в рядах твоих поклонников первый. Я, во-первых, никогда не навязываю свое творчество. То есть я, например, записала песню, могу сказать, вот записали новую песню, хочешь послушать, например? Он может сказать «да». Иногда просто не предлагаю. Просто записала и все. Но когда записала «Хасчигым», он, вот именно тогда я помню, лег на кровати, я включила, он послушал с серьезным лицом, говорит, хорошо. И это означает, что это очень высокая оценка. Да, это очень высокая оценка. И он всегда говорит правду. Мне нравится это. Тебя часто не бывает дома. Это выступления на концертах, на свадебных вечерах. Да. Ты часто иногда отсутствуешь. Даже нас с Усманом иногда возит на машине куда-нибудь на свадьбу, ждет, обсуждает, говорит, вот как вам лучше сделать, вот сделайте так. Даже так бывает, что он советует что-то. Или по жизни Усман что-нибудь советует. А кто приходит первый мириться? Он. Всегда. Всегда. Причем это так. Милые улыбки. Типа не хочет просить прощения, он просто хочет заслужить своим обаянием прощения. Какими качествами должен обладать артист, чтобы сработаться с Рианной Тарковой? Мне, наверное, везет. У меня такие... Хотя разные бывали. Вот, например, у нас был дуэт с Русланом Арсланбековым. Очень давно, да? Мы пели вместе «Арабадже» и «Севгисес». С ним было непросто. Очень непростой человек оказался. В какой-то момент у меня не стало, что-то не получалось. Он такой,
Не, я так работать не буду. Не, я, наверное, буду отказываться. Какая Представляешь? у тебя реакция в такие моменты? Да все получится, все нормально. Руслан, все будет нормально, я гарантирую. Я не 1 год пою. Он такой, я его уговорила, потому что он был какой-то очень, он, видимо, очень такой педантичный в этом плане человек. Ему нужно все было, чтобы чики-пики, такое вылизанное все. А если у человека не получается какие-то моменты, он сразу... Он, видимо, перфекционист. Да, наверное. А ты считаешь себя перфекционисткой? И вообще есть у тебя этот синдром отличницы, довести вот до идеала? Я как-то за собой этого не замечала, а потом мне сказали, ты перфекционист. Как-то замечание со стороны. Просто я думала, что это немножко по-другому выглядит. Но я потом поняла, что, например, если делается аранжировка, я могу очень долго исправлять, корректировать. Говорит, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится, надо вот так. Я не знаю как, но мне нужно, чтобы было по-другому, чтобы меня качало. Мне ближе более мягкие люди, потому что я сама взрывная, мне больше мягкие люди подходят, которые слышат меня и слушают. Которые могут быть лояльными, где-то Да. даже прогнуться. Да, но при этом они могут меня убедить, вот как Осман, например, что вот надо вот так сделать. Я вам говорю, так сработает. Я тогда, ну ладно, окей. Но он это делает мягко, очень так по-джентльменски. То есть не я сказал, так будет, да? Это моя студия, я делаю аранжировки, а вы, поете. Такого не бывает. Сейчас мы узнаем, насколько хорошо ты знакома с нашим крымско-татарским шоу-бизнесом. Да, я буду зачитывать тебе строки Так. из песен твоих коллег по цеху. Ты будешь отгадывать песню Very interesting to know. и кому она принадлежит. Готова? Мен білем ағларсың сен, сызлажақ жаны, хатам үшін бағышла. Рискну предположить Эльвина Бибишева. Нет. Так, можно еще раз зачитать текст? Мен білем ағларсың сен, сызлажақ жаны, А хатам спеть үшін можешь? бағышла. Хитрая. Женщина, мужчина? Мужчина. Мужчина. Ну, Асан Харидинов. точно. Бинго. Асан, excuse me. Сразу. Мен білем ағларсың сен сызлайжақ жаным хатам үшін бағышла. Ты не очень знакома с творчеством Нет, Асана. я хорошо знакома, но мне, знаешь, и мне с мелодией должно быть. Вот эти строки должны звучать. Вообще тебе нравится творчество Асана, Да. что он делает? Да. Он как человек мне очень импонирует. Мгм. Ну, кстати, мне тоже очень нравится Асан, его творчество, но давно не было новых песен. Ты Очень заметила? ждем какую-нибудь Асан, лирическую, где но новые песни? лирическую и танцевальную Асану. Очень просим. Женская аудитория просит. Да. Мен сана бағландым, юрегімні ачтым. Менің яремсің, тек бірдәнемсің, сенсіз янарым. Что-то. Марлен Ситаров, что ли? Точно. Мен сана бағландым Үрегімні аштым Менің яремсің Тек бір данемсің Сенсіз янарым Қара көзлüm аята эт паралай, алай. Яқты мені яндырды, қап қаралай, алай. Все эти, да. Сиран 762 и Фатма. Этрафны шен етейік, келін, қоран тепейік. Диджей Бибек и Мустафа Эмир. Этрafны шәңлетейік Келін хорын тепейік У тебя есть в планах посотрудничать Вообще, с если кем-нибудь? честно- Записать дуэт, возможно. Вообще планов у меня не было. Вот планов, но если бы, например, кто-то предложил, я бы такая подумала, а в этом что-то есть, можно. А вот так, чтобы я горела желанием с кем-то записать дуэт, нет, наверное. Твой единственный партнер – это Осман. Да, вот с Усманом мы просто как-то на одной волне с ним.
Даже если есть разногласия, мы потом все равно к компромиссу очень быстро приходим. Подходим друг к другу по характеру. И как вообще создался ваш первый совместный проект? Ну, я уже как-то рассказывала, но расскажу еще раз. Я пришла к нему записывать какую-то свою песню, и у нас оставалось уже время. Он говорит, давайте я вам покажу свои проекты, вот что у меня есть. И включает вообще Мавы Бончук, мне нравилась песня очень. И он мне включает просто демо-версию. И там еще саксофон звучал, кстати, совсем был неуместен. Я говорю, саксофон здесь лишний. И мне так понравилось, говорю, класс. Он говорит, хотите вместе дуэт сделаем? Давай. Все, он предложил, мы сделали. И произошла как ваша синхронизация. Да, и потом произошла. мы решили, что мы подходим по голосам, классно звучим, и решили делать не одну вещь. И так получилось, что у нас сейчас 5, по-моему, композиций. Мы сейчас над 6-й работаем. Скоро Необычная будет новая будет. песня. Да, необычно. А о чем она? Хотя бы какие-то намеки. А просто большой-большой нежной любви. Сенің атешінде ичбір кімсе құртылмақ олмас. Еще раз. Сенің атешінде ичбір кімсе құртылмақ олмас. Ой, Хурталмах, какое сложное словосочетание. Вот это я затрудняюсь. Думай, Риана, думай. Сейчас я буду просто гадать. Диляра Ну да, Тикенджи. и то ты напела, я даже не сразу сообразила. Прикольное творчество. Такое. Как можно охарактеризовать, по-твоему? Такое очень романтичное, легкое. Такое легкое настроение создается. Существует ли в нашем крымско-татарском шоу-бизнесе дружба, искренняя дружба между артистами? И вообще, кого ты считаешь своим другом? Осман входит, конечно же, в этот список. Элина Сосновская. Кто еще? Ну вот 2 я пока так могу. Ну, хорошо. назвать. А вот ты бы могла кому-то из своих друзей, коллег по цеху, вот высказать мнение, если оно не совсем лицеприятное по поводу их творчества? Вот мне не нравится твоя новая песня. Если они сказать. спросят, да, могу. Могу сказать, что не так. Если спросят. А если Спросите меня, я вам все скажу. Нет, если нет, я зачем буду навязываться? Может, человека все устраивает, и его не интересует никакая критика, а тем более моя. Ну, критика же может быть и в позитивном ключе. Вот, к примеру, ты хочешь, чтобы человек исправил, искренне хочешь помочь. Нет. Может быть, мое мнение не настолько весомо, чтобы он прислушался и исправил. А его может это как раз-таки задеть. Что, может быть, мой авторитет для него важен, настолько, чтобы его задело, но не настолько важен, чтобы он исправил что-то. Ну, а кто, если не друзья? Нет, насчет друзей нет. Ну, то есть, например, Элинка, например, знает, она прекрасно знает, что она много каверов исполняет, что это минус для нее. Она это знает. Но при этом меня просто покоряет ее голос в любом виде, что бы она ни исполнила. Поэтому как бы к ней вопросов у меня нет. Хотя, конечно, бы хотелось от нее авторских вещей. Хотя и есть у нее даже вещи, которые она сама уже написала и выпустила. Например, Элине я могу сказать: Элин, почему ты не исполняешь свою «Севдалымсын», по-моему, называется у нее вещь, да? «Севдалымсын, та-та-та-та-та». Очень Вот это ее песня. да. Но люди почему-то выбирают танцевать под композицию. Хаятым выбирают на свадьбу, на свадебный танец ее. Я говорю, ну, поддержите артиста, станцуйте под его авторскую вещь. Нет. Ну, выходит, что дело еще и в зрителе, который не слишком ценит авторский материал. Да. Поэтому если ты будешь писать только авторский материал, у них не будет вариантов выбирать что-то другое. Потому что хотят видеть именно этого артиста с его голосом, с его манерой. Отличная мотивация продвигать свой материал, да, однозначно. продвигать на любой свою площадке, культуру. и свадьба тоже. Ну, кстати, у тебя, по-моему, совместная коллаборация с Элиной есть. Да, дуэт. да. Даже 2
у нас с ней вещи. Это «Хырымның йырлары» и «Анамның көзлері». Бар өлке дағлары да тағдыр төпелі ғұрурлы. Ама ватан Қырымың кебе бармы себемле топрағым. Сен алданма қалбым, алдатма я тузақ яқларда. Элину в последнее время как-то не очень активно видно на площадках. Она стала да. меньше выступать. Ну, это и было ее решение. Это связано, уважаю. видимо, с Ну, замужеством. С ее личными, да, обстоятельствами. Мы не сплетничаем, мы Да, обсуждаем. Мы просто все должны знать, что это личный выбор, и она об этом говорит. То есть она не планирует вернуться на сцену. Этого я не знаю. У тебя был период в жизни, когда ты была тесно связана с юмором. Да. Ты в студенческие годы выступала в КВН. Да. У тебя было участие в проекте «Хырымда Яша». Даже Да, такой был было. опыт. КТ яптыңыз? Қанша процент? Yazыңыз. Дексаметазон, цефепим, амбробеневый ампулах, риамберин, метилпреднизолон мытлаха керек. Тапмасаңыз, маңа келіңіз, мен әр шайны чезерім. Сен не анда юресің, мен анда әнді юфты. Экимден сон маңа келіңіз. Барыңыз. КВН начался в моей жизни с первого курса. Я стала играть за команду «Еще». Я была в другом университете, училась, в ТНУ, и у меня училась в КИПУ подружка. Я к ней часто приходила в гости. Ну и как-то нас позвали, меня с моей одноклассницей, исполнить песню на студенческом каком-то мероприятии. И нас тогда заметили и позвали в КВН, команду КВН «Еще». А подружка не задержалась там, а я осталась и играла, наверное, год с ними, может быть, 2. Потом мне от Таташечки сделали, сказали: «Риана, это нечестно, у тебя есть свой университет, а ты играешь за команду другого вуза». Мне пришлось вернуться в ТНУ, хотя меня туда вообще не брали. Мне пришлось организовать свою... Они там такие звездные были ребята. В общем, пришлось на Иньязе, где я училась, на факультете иностранной филологии, организовать свою собственную команду КВН. И мы стали выступать на студенческих мероприятиях. Но дошло до того, что мы стали уже сборной командой ТНУ. И в 2010 году, это если с 2001 года я играла в КВН, да, в 2010 году уже был достаточно большой опыт. Мы с нашей сборной командой КВН ТНУ, у нас было всего 4 человека с разных факультетов, мы стали чемпионами высшей Крымской лиги вместе с командой «Люди Т». Мы тогда разделили победу. И КВН очень сильно повлиял на то, какой я артист теперь. Я знаю, какие фишки, какие рычаги можно использовать в общении с публикой. Знаю, что может зайти по-настоящему. Поэтому я и использовала какие-то вот такие моменты в своем выступлении на концерте. А что дает тебе юмор? Юмор. Ну, юмор дает нам быть проще. Да, быть проще, быть собой, раскрепоститься. Любую ситуацию сложно можно для себя самого вырулить с помощью юмора и самоиронии. А есть ли у тебя темы табу в юморе? Вообще, если я слушаю что-то, выступление какого-то артиста, стендап-комика, конечно, нет. Я многое слышала и видела, поэтому для меня как бы абсолютно нормально, что человек это говорит. Я понимаю, что в этом заложен смысл коммерческий, да, что человек с таким материалом выступает, чтобы заработать деньги, потому что он знает, что будет спрос на это. Я с пониманием отношусь. Но понимаю, что, может быть, в силу возраста понимаю, что они перегибают где-то палку. И понимаю, что это слишком пошло звучит, развратно, грубо и так далее. Ты себя более гармонично и открыто ощущаешь на сцене как артистка юмористического жанра или как певица Риана Таркова? Как певица Риана Таркова. Потому что все-таки языковой барьер, он для меня до сих пор существует. Быть юмористом крымско-татарским быть очень тяжело, потому что нужно хорошо говорить свой текст со сцены и уверенно себя при этом чувствовать.
не бояться быть смешной. А мне кажется, что это из-за возраста тоже. Я не могу уже какие-то вещи допускать. Если раньше там по сцене летал, ха-ха, хи-хи, вот такое было. Какие-то образы на себя примеряла. И Григорием Лепсом была, и Тиной Кароль беременной, и Александром Рыбаком и так далее. То сейчас, конечно же, я не могу быть таким человеком. То есть ты, не то чтобы я эйджист, да, но ты ощущаешь эту ответственность, что тебе уже не 20. Конечно, И конечно. должна быть эта граница, в принципе. Должна быть граница, нужно Вот понимать. ты артист в 20, и ты артист в 40. В чем принципиальная разница? И какие ограничения должны появиться уже в сознании? Если как артист-исполнитель песен, то, в принципе, разницы не должно быть никакой. Просто на крымско-татарской сцене это должно быть все-таки умеренно. Ты должен думать, в чем ты вышел и какие ты песни исполняешь. Это очень важно. И как ты выглядишь при этом. И как ты себя ведешь на сцене. В юморе это немножко другое. Это перевоплощение. Просто в 40 лет это будет очень смешно, негативно смешно смотреться, когда женщина в 40 лет там изображает себя кого-то, какую-то роль примеряет, вообще неподходящую. А 20-летней можно девчонке простить это. Ты на 40 лет и не выглядишь. Если, вероятно, ты играла дальше в Харамда Яша, либо какие-то другие роли на себя примеряла, наверное, тебе бы все-таки давали роли помоложе. Может быть. Ты по профессии учитель английского языка, Да. ты филолог. Да. Почему такой выбор? 2 интереса в моей жизни было. Это английский язык и пение. И как-то так совпало, что оба интереса сыграли в моей жизни такую важную роль. Почему? Я уже говорила о том, что мне говорили, несерьезно петь, несерьезный заработок будет у тебя, если ты будешь артистом. Поэтому не надо поступать в вокальное какое-то учебное заведение. Это родители? Да, это родители. Поэтому давай что-то посерьезнее выберем. Да, и они повлияли на меня. Я занялась английским языком, поступила в университет, отучилась и сразу стала работать учителем в школе. Мне было очень сложно первый год, но с опытом мне становилось все легче, легче, легче. И вот я сейчас нахожусь в декрете, и я учитель высшей категории английского языка. Сколько лет ты проработала в школе? Ну, где-то 10 лет, наверное, в общей сложности. Потому что были перерывы и декретные отпуска тоже. Ты строгий учитель. Надо детей спросить. Но, как они говорят, вы строгая, и в то же время вы своя. Вы как свой парень. Двери открывай, это мой камбэк, чтобы сказать тебе снова наши чувства мы поставим на плейбэк. Все началось. Ну, то есть как-то я... Иногда я, конечно, перебарщиваю. Иногда я могу вот гнев мой, там, раздражительность, может, там, я могу и карандаш бросить. И все затихли сразу. Да, могу. Кричать я, стараюсь, вообще уже сейчас не кричу. Только взглядом сажаю на место. Вот. Такой выбор. Но я довольна своим выбором, на самом деле, потому что мне удается совмещать обе деятельности. И учительство, и выступление на сцене. Да, мне не хватает образования. Я знаю, что наши именитые артисты с образованием, даже с консерваторским, скажут, она не совсем грамотна и так далее. Я это понимаю. Но я себя за это прощаю. Потому что я в первую очередь не певица, как я себя считаю, а артист. Артист – это такое более объемное понятие. Такое размытое. Артист может быть и танцором, и певцом, и юмористом. Я артист. Какая твоя цель как артиста? Что-то интересное делать на сцене. Какое-то тематическое должно быть выступление. То есть я к этому стремлюсь всегда, чтобы было интересно и послушать, и посмотреть. Зрелищность. В последнее время все больше мыслей посещает, там, задействовать каких-то людей на сцене, чтобы как-то это инсценировать, выступление. И, конечно же, темы. Не просто про любовь, не просто ради того, чтобы красивую мелодию как-то обрамить,
да, словами, а чтобы это была действительно такая информация к размышлению. Вот, например, последняя песня, которая прозвучала, это «Мен ратлых из тем». Это, как говорят, гимн домохозяек. Для женщин, которые хотят выбраться хотя бы на 2 часа на волю от этого быта, убежать. Ана кызлар, эллерини көтериңиз, топегеби айтыңыз. Мен ратлых истейм. Мен ратлых истейм. Твоя семья поддерживает твое творчество? Вы с мужем живете с его родителями. Как они относятся к твоему творчеству? Я думаю, что в силу того, что я знаю, что я человек без образования, а моя свекровь, она учитель музыки. Поэтому я как-то очень-очень медленно им приоткрывала свое творчество, как бы не сильно навязывая и нехотя, можно так сказать. Но просто этого не удалось бы избежать, потому что я, например, исполняла песню на своей свадьбе. Я исполняла песни в школе, а мы в одной школе работали вместе со свекровью. Естественно, она слышала. И ей нравится, как я пою. Я не все песни давала слушать, честно. Иногда мне просто был какой-то порыв вот в общении, да, я чувствую, что хорошо идет общение, я могу сказать, а вот у меня новая песня, хотите послушать? И вот она слушает, и такой анализ хороший дает. Все-таки учитель музыки грамотный человек. А поддержка со стороны присмотра за детьми, пока ты отлучаешься на концерты, на свадьбы? Да. Ну, конечно, ложится на плечи моих родителей и родителей мужа. Я стараюсь не выезжать слишком далеко, хотя бы на 2 часа, да. На сегодняшнее время у нас среди нашего молодого поколения, тех ребят, которые сейчас вошли в тот возраст, когда создают семьи, стало очень пропагандироваться отдельное проживание от семьи мужа. Ведь как? Это же очень в наших крымско-татарских традициях. Девушка покидает отчий дом, выходит замуж и становится частью семьи супруга. Угу. Сейчас же как-то это все показывается и выставляется более в негативном ключе. Якобы это не очень позитивно сказывается на отношениях молодой семьи. Так ли все негативно, как рисуют? Историй на самом деле ходит очень много, да, от разных семей. Я знаю девочек, которые развелись со своими мужьями именно из-за свекрови, скажем. Действительно, такие бывают моменты. Все зависит от человека. Какие родители и какие молодежь. Молодежь сейчас нетерпима ни каким-то даже маленьким каким-то фрагментам, которые им не нравятся, они разворачиваются и уходят. Так просто на корню разрушая семью молодую. Все очень индивидуально. Поэтому, с одной стороны, жить с родителями – это плюс. Когда у тебя появляются дети, кто может помочь тебе посмотреть детей во время отлучки. А с другой стороны, действительно бывают такие свекры или тести, да, которые мешают строить личную жизнь, во все влезая и так далее. Кому же это понравится? Есть, конечно, такие девочки, которые терпят и всю жизнь терпят таких свекровей. Да, и они с ними как-то уживаются в силу своего характера, терпеливого. И до конца вот строят эти отношения, и десятилетиями живут, еще свекровь хорошо смотрят в старости. Есть и такие же случаи. Вот. И тут не приходится девочке выбирать, где она будет жить. Сказали, все, будем с родителями. И живет она всю жизнь, страдая, мучаясь. То есть это все индивидуально. Я говорю именно о тех случаях, когда вот еще даже не вступили в брак, уже а девушка ставит условие, что я принципиально не буду жить с родителями мужа. И как это у тебя происходило? Ты согласилась? Вы все эти годы живете вместе? Да, да. Мы живем на 2-м этаже. На 1-м живут свекры, и у нас есть общая дверь, связующая. То есть входы разные, но у нас есть общая дверь. Я думаю, что в какие-то моменты они жалеют, что есть эта дверь. Раньше это типа дверь контроля была, типа все ли у молодежи хорошо. Да. А сейчас дети же бегают туда-сюда. Они бы уже и сами не против, да, от вас отделаться? Конечно. Возраст-то уже солидный, и хочется отдохнуть, уединиться, а нет. В чем секрет хороших отношений между невесткой и свекровью?
Во-первых, это общение. Это забота друг о друге. Это совместные какие-то мероприятия, поездки и так далее. Они очень сильно сближают. Искренние разговоры, умение быть собой по-настоящему, за глаза ничего не говорить, общаться искренне, уметь говорить, что не нравится, вот то, о чем я говорила. Но все зависит, опять же, от человека. Кто-то лояльно это воспринимает, а кто-то негативно, в штыки. У меня свекровь очень адекватная. Она понимающая, она старается быть современной. Поэтому и она очень терпеливая, мне кажется. Во что ты веришь? В добрых людей верю. То, что мы можем стать лучше. Что такое любовь? Любовь — это состояние души, которое дает тебе полное удовлетворение жизнью. Любовь — это твои крылья. Даже если любовь безответная, все равно ты окрылен, и ты можешь делать все, что ты хочешь, достигать своих целей. В чем твоя суперсила? В умении прощать, в умении наслаждаться жизнью, забывать о плохом. И мне кажется, что я очень хороший миротворец. Какой самый лучший совет тебе давали в жизни? Умей слушать. Что бы ты сказала маленькой Риане? Будь собой. Развивайся. Будь всегда на позитиве. Будь всегда с юмором. Сагыл. Сау. Bağışlarım gönlümü sana Cennetten konup geldin bana Sen gülsen açar ben alem Biz beraber